Для любого абхаза, где бы он ни проживал, имя Дмитрия Гуля значит много. Ведь благодаря ему у нашего народа есть письменность, литература, наука. И во многом благодаря феномену этого выдающегося человека мы не утратили свою национальную идентичность. Вечер в честь 150-летия со дня рождения просветителя, патриарха абхазской литературы Дмитрия Гуля прошел в уютном зале мемориального музея Николая Гоголя. Программа вечера началась с показа документального фильма о жизни и творчестве Дмитрия Гуля. В нем собраны уникальные кадры с самим патриархом, а также воспоминания членов семьи писателей и людей, близко знавших его. На вечере о феномене Дмитрия Гуля рассказал поэт-переводчик Денис Чачхали. Для меня он лучше всего выражен в одной фразе Александра Межерова, выдающегося русского советского поэта, который, находясь в Абхазии на одном из юбилеев Дмитрия Иосифовича Гулия, сказал буквально вот что. Дмитрий Гулия – демиург абхазской мысли. Наверняка, не зная творчества Дмитрия Гулия прямо построчно, но как поэт, сам как философ, Александр Межеров сказал такие вещи, слова. Демиург абхазской мысли. Дмитрий Гуля дал возможность читать и писать целому народу вопреки обстоятельствам. И это право иметь свою письменность еще не раз предстояло отстаивать. Выход для абхазского народа – это влиться в грузинский народ, у которого выше культура, классики которого они, абхазские дети, знали наизусть и почти были убеждены. И вот это бериевская, вот это такая вот вид такого уничтожения невидимого, неслышного, все прочее, сработало. И было тяжело, и действительно никто не мог сказать все-таки, какой будет ответ абхазов. И практически Дмитрию Иосифовичу дали право сказать за весь народ. И Дмитрий Иосифович сказал главное слово, что изменило наше отношение к нашему же языку. И он сказал, давайте останемся на своем. Вот это и решило судьбу абхазского языка в его самый такой тяжелый день. Выступила перед собравшимися журналист Белла Кураглы. Она отметила вклад Дмитрия Гуля в дело просвещения абхазского народа. Говорила о необходимости развития и сохранения родного языка. Ведь наше старшее поколение в немыслимых условиях сумели его сохранить и передать нам. От семьи Дмитрия Гуля, собравшихся и организаторов вечера, московскую абхазскую диаспору поблагодарила внучка писателя Татьяна Гуля. Я хотела бы поблагодарить всех организаторов этого прекрасного вечера, прежде всего Дениса Чичхали, нашего родного человека. Я говорю от имени семьи Дмитрия Гулия, Марию Гизба, всех наших талантливых певцов и музыкантов за такой прекрасный подарок. Спасибо, низкий поклон вам. Масштаб личности Дмитрия Гуля, охват его деятельности продолжает поражать людей. Трудно осознать, как один человек сумел положить основу всему, что есть просвещение. Я счастлива, что я присутствовала здесь, и мне хотелось бы отметить один маленький, может быть, момент нашего вечера, который произвел на меня очень большое впечатление, именно как на русского литератора. Было сказано самим Дмитрием Гулием, что маленький народ может стремиться и иметь большую литературу. Это так важно, это такие важные слова, которые нам подсказывают о том, что литература, язык спасают народ от гибели.
сейчас это особенно актуально. Отрадно, что постичь феномен Дмитрия Гуля пытаются наши молодые соотечественники. Одна из них – ведущая этого вечера журналист Сабина Адлиба. Ощущение того, что если бы не этот человек, то мы бы не узнали огромное количество, мы бы просто, возможно, имели другую культуру. То есть Абхазия была бы другой, если бы не Дмитрий Гуля, если бы он не вложил такой огромный вклад в эту культуру, и если бы настолько он ее не продвинул, не изменил, если бы он ее настолько не преобразовал. Вот, поэтому ему огромная благодарность на самом деле за то, что я сейчас могу его читать, могу узнать о своей родине больше, хотя я не жила в то время, когда он писал. В этот вечер звучали стихи Дмитрия Гуля. Посредством онлайн-связи одну из них прочел народный артист Абхазии Кису Хагба. Концертную программу представили народная артистка Абхазии, заслуженная артистка России Алиса Гицба, заслуженный артист Абхазии Виктор Абрамян Эшба, победительница вокального конкурса Алисы Гицба Софа Сакания, юные пианистки, обладательницы гран-при международных конкурсов Лана Адлиба, Кая Хуборя, концертмейстер Виктория Иванова, Нонна Кукускер из Москвы для абхазского телевидения.